Завершена регистрация политических партий и всех кандидатов, которых, кстати, около 60 человек. Таким образом, в выборах примут участие представители всех политпартий, действующих в республике. Председатель ТИКа отмечает, к предстоящим выборам, до которых остается чуть больше 2 недель, практически все готово. Потенциальных избирателей в Сунже насчитывается более 19 тысяч человек. Агитационная работа с населением тоже вовсю ведется. Территориальные избирательные комиссии оказывают правовую, методическую, информационную, организационно-техническую помощь участковым избирательным комиссиям. На территории города Сунжи 9 избирательных участков. Все участки оснащены всем необходимым инвентарем. И по календарному плану переданы первые списки всем избирательным, выдан всем участкам комиссиям. Выборы в Горсовет Сунжи пройдут 2 апреля. Глава районной администрации призвал представителей коммунальных служб проследить за тем, чтобы в этот день не возникало никаких перебоев с услугами ЖКХ. Исаак Ишикольгов также добавил, что основные организационные моменты уже улажены, и в техническом плане к выборам все готово. Идем по графику, без отставаний. Сегодня, я считаю, проделана очень большая работа. Мы действительно хотим показать свое лицо, то есть и город Сунжи, и Сунжинский район. Все УИКи сегодня было одно из последних совещаний в таком расширенном составе. Никаких проблем, даже малозначимых проблем мы не оставили. Все участки готовы, все люди готовы, праздничные мероприятия подготовлены. Выборы – это одно из значимых событий в истории нового города, отмечает и зампредседателя избиркома республики Беслан Кассиев. Нам главное, чтобы люди пришли и свое волеизъявление. Мы это уже будем расценивать как поддержку. Прочие выборы депутатов в городской совет – это лишь первый шаг в становлении нового города. Депутатам после избрания предстоит еще и избрать нового главу города, а тому, в свою очередь, сформировать коллектив городской администрации. По итогам, примерно в начале мая планируется в соответствии с дорожной картой проведение уже 2-го заседания Совета депутатов, где должен быть определен глава города, который в свою очередь уже и будет заниматься формированием новой администрации. В настоящее время органы исполнительной власти, органы местного самоуправления Сунжи являются исполняющими обязанности до формирования следующих. То есть городская администрация будет упразднена, будет формироваться новая администрация, структуру которой также должен будет утверждать городской совет по обращению главы администрации. Ну и приблизительно на июнь месяц планируется уже заседание, 3-е заседание, итоговое заседание по формированию органов местного самоуправления, где городской совет утвердит уже устав и бюджет города. Будущее Сунжи выбирают сами жители. Именно им предстоит отдать свои голоса за тех, кто в дальнейшем будет родить за развитие своего города во всех направлениях. Хотелось бы обратиться к жителям, прийти на избирательные участки и проголосовать. Очень важно, потому что все-таки те депутаты, которые будут избраны на этих выборах, и будут заниматься формированием и закладкой основ нового города республики. В ближайшие годы в Сунже появится несколько детских садов, школ, объекты здравоохранения и высотные элитные дома. Проведут канализационный коллектор. До сих пор в Сунже по градостроительному закону из-за статуса сельский поселок не разрешалось возводить высотные дома выше 4 или 5 этажей. Но уже сегодня полным ходом идет строительство 8-этажного многоквартирного дома. И как только завершится окончательное утверждение городской администрации, власти нового города приступят к реализации всех остальных проектов. Идир Манкива, Магомед Урсханов, Новости 24.